Всем любителям ММА большой привет из Салам. Сегодня в Алмате, Казахстан, состоялся турнир российского промоушена Gorilla Fighting Championship под номером 23, где выступил наш молодой непобежденный боец Султан Жолдошбек Улу. 25 декабря он вышел в октагон в весовой категории 63 килограмма против опытного российского бойца Имрана Джулагова со статистикой 11-1. А спонсором нашего проекта, как обычно, выступает компания 1X. Это самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, регистрируйтесь и получайте крутой бонус до $100 по промокоду 100 пудов при первом депозите. А теперь давайте вместе посмотрим этот поединок. Клуб «Ахмат» из Грозного, Россия. Фото Имран Джулагов. Рефери Олег Лебеков. Шамиль Зауров, Лев Дагестан, вице-президент лиги GFC, сейчас отправился в угол своего одноклубника Имрана Джулагова поддерживать бойца из России, города Грозного, Чеченской Республики, клуба «Ахмат». Имран Джулагов закрыл свое последнее поражение от Родриго Прая, победа над Дмитрием Теплинским. И сейчас он впервые выступает в лиге GFC. Как я уже говорил, по ходу сегодняшней трансляции должен был еще один боец клуба «Ахмат» сразиться сегодня на турнире. Это младший брат Зураба Бетиргараева, бывшего профессионального бойца в ММА и действующего тренера по ударной технике в клубе «Ахмат» Зелима Бетиргараева. Но, к сожалению, этого боя мы не увидим. Казахский его оппонент не смог сделать собственные весовые возможности корректными и зайти в лимит весовой категории. К большому сожалению, этот поединок не состоится. А вот Имран Джулагов, второй представитель клуба «Ахмат», как раз сразится. И мы этот поединок видим уже в его непосредственном участии. Ну и он, как знаете, принято у командных бойцов говорить то, что он еще и посражается за своего брата и члена по команде, коллеги по цеху Зелима Бетиргараева. Жестко попадает сейчас повторным лоу-киком Имран Джулагов. Точно и по цели. Джулагов сейчас контролирует своего соперника, не знающего поражения, кстати. Напомню вам. Имран сейчас забирается не в очень хорошую позицию для себя. Отдает шею, но его, конечно, антропометрия потрясающая. Высоченный рост позволяет ему в такой позиции контролировать ход поединка. Что он и делает. Ой, серьезное испытание в лице сегодняшнего его соперника, не знающего поражений, Султана Улу Жолдашбека. Имрана ждет. Как я уже говорил выше, есть очень серьезный бум развития ММА в Кыргызстане. Представители этой республики заполняют массово, в том числе залы в столице нашей родины России, в Москве. Множество залов именно кыргызскому клубу Джаш Куч принадлежит. И там занимаются по предварительным подсчетам более 500 спортсменов. Можете себе представить, какой человеческий ресурс. Поэтому этот бум, я думаю, что только набирает обороты. И выиграть у кыргызского бойца сегодня — это такое очень убедительное достижение будет, потому что эти парни выходят в октагон, ну, как и по большому счету любые другие профессиональные бойцы. Но здесь есть так называемая школа уже.
школа. Это когда огромное количество представителей кыргызского ММА себя проявляют незаурядно и пытаются реализоваться в ММА как в отдельном уже социальном субкультурном направлении. Но Имран Джулагов этот экзамен сейчас в том числе сдает. Напомню, его соперник не знает поражений. 5 побед к ряду. И у таких бойцов всегда сложно выиграть, которые здесь попадают жестко. Сейчас Султан Жолдашбек. Повторно он наносил удар. Здесь психология, да, мы знаем, что в любых единоборствах, в ММА в частности, вопрос психологии будет иметь ключевое значение. Когда боец не знал поражений, конечно, посмотрите сейчас, что он делает. Растаскивает сейчас оборону Имрана Джулагова, выходит на удушающий захват, и очень он близок к тому, чтобы завершить поединок досрочно. Имран терпит сейчас. Остается концовка раунда, терпит. И очень тяжело сейчас Имрану Джулагову приходится. Пытается он снять сейчас руку, конечно же, сверху. Он это пытается сделать. И вроде бы так серьезно взял в удушение Султан Уулу Жолдашбек, но не дожал и не довел до логического завершения этот захват. Кыргызский спортсмен. Ну и сейчас Зураб Бетиргараев выходит в октагон. Ну а при этом нужно отдать должное, конечно, Имрану Джулагову, насколько он проявил дух и характер с Шамилем Зауровым, вице-президентом лиги GFC. Сейчас от клуба Ахмат серьезная поросль вице-президентов. Это Асламбек Бадаев, мой старый добрый друг, коллега, с кем мы 4 года проработали вместе в качестве сокомментаторов в лиге WFCA. Он является вице-президентом уже лиги ACA, абсолютного чемпионата Ахмат. Ну и в полку прибыло, как говорят. Еще один вице-президент уже лиги GFC, который невероятные обороты набирает. Сейчас частота турниров от лиги GFC максимальная. Они занимают лидирующие позиции в нашей стране по этому показателю. Ну и в том числе я уверен, что всего лишь только стартовый этап, тем более если такие суперпрофи, как Шамиль Зауров, приходят в качестве функционеров в команду. Я думаю, что обороты будут еще более серьезными. Ну и поединок продолжается. Второй раунд. Джулагов из клуба Ахмат против Жолдашбека Уулу, кыргызского бойца, который попадает сейчас справа жестко. И тут же через попадание проход в одну ногу и тейкдаун. Но при этом очень активно сейчас действовал Имран. Конечно, данные у Имрана Джулагова, в свое время я не раз комментировал поединки этого бойца. Потрясающие антропометрические данные, возможность его физических показателей тоже очень серьезное. Ну и умение. Ну вот, кстати, пропускает тяжелейшие удары. Удар за ударом. Терпит. Имран терпит и очень пассивен. В этом случае могут остановить поединок. Ну и может это сделать прежде всего рефери, который обслуживает этот бой. Посмотрите, какие тяжелые удары Имран терпит. И не готов он. Не готов он был противостоять уже далее бойцу, который не знал поражений. Почему я делал акцент именно на этой составляющей? Потому что вопрос психологии, еще раз подчеркну, важнейшим является. Более 95% результатов. Кто-то ставит 99, тут 98, тут 95, но неважно, этот процент очень высокий. И вот в том числе в этом бою этот пример был максимально показательным. Султан Жолдашбек Уулу продолжает идти без поражений. 6-я победа одержана к ряду этим парнем. Напомню, этот поединок прошел в промежуточной весовой категории, которой нет в ММА, естественно, 63 килограмма, но по договоренностям
с президентом лиги GFC Александром Гурьяновым. Этот бой удалось организовать именно 63 килограмма. Ну и Имран Джулагов идет сейчас очень так тяжело. Он получает второе поражение в своей карьере в качестве профессионала после победы над Дмитрием Теплинским. Я думаю, что будут шансы Имрану реабилитироваться, и Лига GFC не случайно даст ему этот шанс в будущем. Техническим нокаутом, добивание, одержал победу и остается не знающим поражений Жолдошбек Кыргызстан. И аплодисменты его сопернику из России Имрану Джулагову. Памятное фото. Тахтай Тим представляет этот очень интересный боец Султан Жолдашбек Уулу. Я думаю, что он еще более себя ярче будет проявлять дальше в продолжении своей карьеры. По крайней мере, я ему этого желаю. Очень интересный парень из Кыргызстана. А мы сейчас будем ждать 8-й поединок, в котором сразятся Сандро Соуза из Бразилии, Рио-де-Жанейро, против Адила Баранбаева из Казахстана. На весовую категорию легкий вес 70 килограммов 300 граммов. Сандро Соуза показал 69 400. И его оппонент Адил Баранбаев 70 килограммов 300 граммов. На 900 граммов